Польша готовится к мобилизации, Трамп хочет убрать Зеленского, а Маска выгоняют из Европы. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Америка отворачивается от Киева, но Франция выходит на передовую. США вступают в еще один конфликт. Трамп угрожает Хамас. Южнокорейские военные случайно или не случайно бомбят собственные города. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Франция бросает спасательный круг Украине. После того, как США прекратили обмен разведданными с Киевом, Париж предложил свои собственные разведданные. Министр обороны Франции подчеркнул, что французская разведка действует независимо и готовы поддержать Украину. Наша разведка суверенна, и мы сделали это с помощью собственных возможностей. У нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам. Мы даем им преимущество. Эти заявления французского министра прозвучали в ответ на слова советника Белого дома по нацбезопасности о прекращении передачи разведданных Украине и всей военной помощи в принципе. Хотя позже в Белом доме заявили, что все финансовые процессы не отменены и все еще может вернуться. Совет национальной безопасности сказал мне по этому поводу, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины. Как вы видели, финансирование действительно приостановлено. Остановили или пересмотрят, или еще как-то, да какая разница. С украинской стороны уже заявляли, что месяц разведданные и так не передаются. Это серьезный шаг со стороны США, но с другой стороны серьезный шаг со стороны Франции, которая идет вопреки США. К чему это может привести, к чему это ведет, спросили мы об этом у эксперта. Многие могут сказать, что так это касается только организации дипстрайков со стороны Украины, атак по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и так далее. Но на самом деле мы же понимаем, что Украина в данном случае бьет именно по тем объектам, которые непосредственно используются российской оккупационной армией, что приводит к уменьшению возможностей агрессора непосредственно на поле боя. Именно на это нацелены все дипстрайк как раз операций. Поэтому я думаю, что на данном этапе чем дольше Украина будет ограничена в информации разведки со стороны Соединенных Штатов, тем более это будет создавать определенный раскол и недоверие среди непосредственно партнеров по Североатлантическому альянсу. Президент Франции выступил с жестким заявлением: Европа должна срочно перевооружиться, чтобы противостоять реальной угрозе со стороны России. Эммануэль Макрон предложил обсудить с европейскими союзниками возможности использования национальных ядерных сил сдерживания для защиты континента. Но Макрон подчеркнул, что решение об их применении остается исключительно в руках французского президента. Я решил открыть стратегические дебаты о защите с помощью сдерживания наших союзников на европейском континенте. Что бы ни случилось, решение всегда было и останется в руках президента республики, главнокомандующего вооруженными силами. Кроме того, Макрон объявил о встрече начальников штабов стран ЕС, готовых взять на себя ответственность за поддержку Украины. Эта встреча состоится в Париже на следующей неделе. Макрон подчеркнул, что Европа должна взять свою безопасность в собственные руки и быть готовой к любым вызовам. Реакция Кремля не заставила себя долго ждать. Песков 7 раз в короткой речи назвал Макрона «господин президент», явно не в лучшей коннотации. Говорится о том, что Россия стала чуть ли не врагом, не противником Франции. Но ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, а даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ. Господин президент ничего об этом не сказал. И не упомянул господин президент о законных озабоченностях и страхах России в этой связи. И необходимости для России принимать ответные меры.
Италия пересматривает сделку со Starlink на $1,5 миллиарда. Это решение принято на фоне отказа США от своих обязательств перед европейскими странами. Кроме того, в США участились поджоги зарядных станций Tesla. В Массачусетсе неизвестные сожгли 7 станций, выражая протест против Маска. К тому же Европа готовит мощный ответ, хоть Маск и опроверг информацию об отключении Starlink для Украины. Французский оператор спутниковой связи Eutelsat вступил в переговоры с Европейским Союзом для того, чтобы заменить Starlink Илона Маска в Украине. Мы обмениваемся мнениями с ЕС о том, как мы можем внести свой вклад в расширение усилий Украины. Eutelsat, владеющий британской компанией OneWeb, готов оперативно предоставить оборудование для поддержки критически важных миссий и инфраструктуры в Украине. Акции компании взлетели на фоне этих новостей, хотя у нее меньше спутников по сравнению со Starlink. Компания готова быстро развернуть дополнительные терминалы для обеспечения связи в Украине. Но для достижения уровня покрытия Starlink потребуется несколько месяцев. Соратники Трампа проводят секретные встречи с украинской оппозицией в Киеве. Среди участников Юлия Тимошенко и ключевые фигуры партии Петра Порошенко. Главная тема обсуждений – проведение президентских выборов в Украине. Оппозиционеры считают, что с ними, американцам, будет легче найти общий язык, чем с действующим президентом. К тому же представители противоположного лагеря уже делали заявление о том, что, мол, пора договариваться с Трампом. Мы должны быть достаточно сильными, чтобы сесть за стол переговоров с Россией. Мир через силу — это победа свободного и демократического мира. Мир через слабость — это капитуляция Украины. Но это была бы не только капитуляция Украины, это была бы капитуляция Соединенных Штатов. Мы поговорили с украинским политологом, человеком, который знает внутреннюю политическую кухню Украины, с Игорем Чаленко. Вполне понятно, что Белый дом пытается вести диалог не только с официальным Киевом, непосредственно с нынешней властью, но и строить каналы связи с нынешней оппозицией, с другими политическими партиями. Удивительно то, что в первую очередь были выбраны для такой связи старые политики, старой формации, но которые имеют определенную системность в партийной работе, соответственно, имеют соответствующие структуры, которые могут быть использованы во время избирательной кампании. Ну и плюс также можно вспомнить, что Петр Порошенко был президентом во время первого срока Трампа. Но также есть четкое понимание, что как только война или хотя бы активная фаза пойдет на убыль и прекратится, то в таких условиях, конечно же, в первую очередь украинский политик заинтересован в проведении выборов. Дональд Трамп выступил с жестким ультиматумом к боевикам Хамас. Освобождайте всех заложников немедленно и все возвращайте, как было. Президент США заверил Израиль в полной поддержке и пообещал, что ни один член Хамас не будет в безопасности, если требования не будут выполнены. Я посылаю Израилю все необходимое для завершения работы. Ни один член Хамас не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю. Также, народу Газы, вас ждет прекрасное будущее. Но если вы не будете удерживать заложников, если вы это сделаете, вы мертвы. Примите умное решение. Освободите заложников сейчас. Иначе позже вы будете расплачиваться в аду. США пошли на беспрецедентный шаг, вступив в прямые переговоры с террористической организацией, чтобы добиться освобождения американских заложников, которых удерживают в Газе. Эти секретные встречи, проходившие в Дохе, возглавлял президентский посланник по вопросам заложников Адам Бойлер. Польша готовится к возможной войне. В критической ситуации армия страны может быть усилена до 550 тысяч солдат за счет мобилизации резервистов. Об этом говорит начальник генерального штаба войска польского генерал Веслав Кукула. Сегодня мы убеждены, что возможная война будет долгой и кровопролитной, и что большинство профессиональных солдат не доживут до конца. Резервисты будут его основной темой, они его добьют.
Но многие эксперты считают, что в Польше отсутствуют резервные дивизии и бригады, способные оперативно принять мобилизованных. Кроме того, генерал Роман Полка отмечает разный уровень подготовки резервистов и призывает сосредоточиться на обучении и работе с новейшим вооружением и технологиями, чтобы армия была качественно подготовлена, а не использовала людей как пушечное мясо. В Южной Корее произошел шокирующий случай. 2 истребителя ВВС страны по ошибке сбросили 8 бомб на жилой район города Пхочхон. В результате пострадали 15 человек, 2 из них в тяжелом состоянии. Повреждены церковь, 6 жилых домов и грузовик. Я призываю правительство и военных разработать четкие меры, чтобы предотвратить повторение любых дальнейших разрушений в гражданских районах. Жители эвакуировали из-за возможных не разорвавшихся бомб, военные начали расследование и принесли извинения пострадавшим, пообещав компенсацию ущерба. Минский областной суд приговорил 60-летнюю Наталью Ладудько к 4 годам колонии общего режима и оштрафовал ее на 600 базовых величин, это 24 тысячи рублей. Ладудько активно поддерживала жертв репрессий, отправляя им продуктовые посылки и денежные переводы. Ее деятельность квалифицировали как экстремистскую, после того, как одна из инициатив, через которую она помогала, была признана властями экстремистским формированием. Наталью задержали 23 января 2024 года во время масштабного рейда силовиков на родственников политзаключенных и тех, кто оказывал им помощь. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.